Ингурские новобранцы в рамках осенней призывной кампании пополнили военно-космические, воздушно-десантные, сухопутные и преимущественно войска Национальной гвардии. Задание, поставленное Генеральным штабом ВС по призыву, Республиканский военный комиссариат выполняет в установленные сроки. Ряды вооруженных сил России пополнили более 200 срочников. Первая команда у нас ушла в 20 человек, и сегодня у нас в сухопутные войска уходит 8 человек, и войска Национальной гвардии, это Вадлер, у нас уходит 11 человек. На сегодняшний день проблем с комплектованием команд у нас нет. Все команды комплектуются своевременно. Проблем нету как с количеством, так и с качеством, будем говорить. Для удобного оповещения граждан используется единый реестр воинского учета. Военные комиссары муниципалитета формируют электронные повестки, которые направляются призывникам через этот реестр. В случае неявки по повестке начинают действовать ограничения. По истечению 20 суток в отношении этих граждан будут наступать ограничительные меры. То есть эти меры будут наступать автоматически, и граждане будут ограничены. Они будут действовать водительское удостоверение, нельзя будет оформлять какие-нибудь кредиты. Также поступил перечень военно-учебных учреждений, куда призывники смогут поступить. Помимо тех, что относятся к Министерству обороны, есть и МЧС, и войска Национальной гвардии. Количество поступающих растет с каждым годом. Любой юноша, который желает поступить в военно-учебное заведение, он может уже сегодня обратиться в военный комиссариат по месту жительства и, как говорится, узнать условия поступления, какие там нужны экзамены, когда будут туда направлять для поступления, и оформлять, уже начать предварительно готовиться и оформлять документы. Также хотел бы упомянуть, что любой юноша, который у нас достиг 22-летнего возраста, до 22 лет, без армии может поступить в военно-образовательное учреждение. Всего по плану осеннего призыва республике нужно направить более 200 человек, среди которых 20 водителей категории С, прошедших подготовку в автошколах. Кампания продлится до декабря. Амина Зязикова, Хасан Евлоев, Магаз 24.